В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Елена Новосельцева. Елена Александровна, здравствуйте. Хотелось бы начать наш разговор с того, что в городе Керчь случилась страшная трагедия. Около 2 десятков человек погибло, большинство раненых. Среди студентов политехнического колледжа есть и несовершеннолетние. Как вы прокомментируете данную ситуацию? Вы знаете, мне не хотелось бы давать пока каких-то комментариев по поводу по разъяснению причин случившегося, потому что это предмет рассмотрения сейчас будет и правоохранительных органов, Следственного комитета. Естественно, что в этом будут серьезно очень разбираться психологи, психиатры, те специалисты, которые могут дать действительно оценку тому, что произошло. Естественно, что для нас, для всех это огромнейшая трагедия, потому что неважно, несовершеннолетние там или молодые люди, это в любом случае люди, жизни которых они бесценны. И естественно, что на это будет обращено очень пристальное внимание уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, потому что такие факты, они недопустимы в дальнейшем, а они, к сожалению, у нас происходят. Хорошо, давайте теперь поговорим непосредственно о вашем приезде в Якутию. Расскажите о целях вашей рабочей поездки. Это инспекционный визит? Нет, в данном случае это визит не столько инспекционный, это встреча с представителями субъектов системы профилактики Республики Саха-Якутия. И это второй семинар, который проводится по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по взаимодействию уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дело в том, что с момента создания Института уполномоченных по правам ребенка прошло не так много времени, если это сравнивать с деятельностью Института комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые в этом году отметили уже свое 100-летие с момента образования. Но и тот, и другой орган, они созданы для того, чтобы защищать права детей и семей с детьми. И вопросы того, как они взаимодействуют, насколько они понимают те проблемы, которые происходят в регионах, это очень важно. И найти вот ту самую нишу, где они могли бы найти общие точки соприкосновения, вместе работать для того, чтобы более эффективно обеспечивать защиту детства, это... мы считаем это одним из краеугольных, наверное, камней, как и везде во взаимодействии всех субъектов профилактики. Как раз таки, как у нас есть информация, вы уже успели повстречаться с общественниками, которые у нас имеются, и специалистами, которые работают с детьми. Какие проблемы они чаще всего озвучивают? У нас сейчас уже прошла первая часть нашего мероприятия. Это был круглый стол со специалистами субъектов системы профилактики, с общественностью в том числе. И те задачи, которые люди ставят, во-первых, они прекрасно понимают ситуацию, которая складывается на территории региона. Они понимают те особенности, которые есть в Республике Саха-Якутия. Но в частности, одним из вопросов, который поднимался сейчас, это вопрос снижения возраста, когда ребенок мог бы начинать работать хотя бы. Понятно, что это не постоянная занятость, это временная занятость в летний период, чтобы ребенок мог освоить определенные навыки самостоятельной жизни, чтобы он мог, может быть, и в том числе принести пользу и своей семье, я не говорю, конечно, уже о пользе государству, но именно приобрести навыки этой работы. И мы понимаем прекрасно, что у детей, которые живут в условиях севера, для них очень важно получить эти навыки вовремя. И понятно, что если ребенок в 12-13 лет это не приобрел, то в 14 лет, ему может уже и не захотеться, в общем-то. То есть если в 12 лет это еще как относительная игра, то в 14 лет это уже осознанная необходимость или же зачастую нежелание, уже есть другие интересы, есть другие формы. Ранее в Якутии было с 12 лет, сейчас по федеральному законодательству с 14. Обратились люди с просьбой о том, чтобы на федеральном уровне все-таки рассмотрели возможность привлечения таких детей к занятости в трудовых отрядах с 12 лет. Естественно, что это будет очень предметно рассмотрено с точки зрения детской психологии, подростковой психологии, возможностей законодательных, потому что это же не только занятость детей. Когда мы говорим о труде, мы говорим о том, что ребенок выполняет обязанности, мы говорим о том, что они должны быть как-то компенсированы, то есть нужно посмотреть весь комплекс нормативно-правовых актов, которые могли бы позволить снизить этот возраст, может быть, даже с учетом именно как исключения для тех же коренных народов Севера или еще для каких-либо регионов Российской Федерации. Мы все-таки все очень разные.
А такая инициатива, она исходит только от Якутии или уже также были регионы, которые тоже хотят перейти на, может, 12, может быть, 10 лет возрастную планку На трудовой сегодняшний деятельности? день вот в рамках этих семинаров пока такой вопрос я получила только от Якутии, но я не исключаю и такого варианта, что, общаясь, допустим, в Магаданской области, мы могли просто не затрагивать эту тему, потому что там поднимались несколько иные вопросы, там тоже у региона есть свои особенности, и может быть, просто это пока отошло на второй план. Хотя не исключаю, что если им задать вопрос, как они к этому относятся, они тоже выскажут свое мнение, и, может быть, это тоже будет предложение о снижении возраста. Буквально накануне на сайте прокуратуры Якутии были опубликованы данные о состоянии преступности за 9 месяцев этого года. И так, на фоне снижения общего количества преступлений, в том числе преступлений среди несовершеннолетних, тревожит рост количества совершенных преступлений в отношении как раз-таки несовершеннолетних. На ваш взгляд, о чем это может свидетельствовать? Ну, здесь сказать однозначно нельзя в любом случае, потому что от того же представителя Следственного комитета мы сегодня услышали о том, что отчасти рост именно статистических показателей, он обусловлен увеличением числа преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, это неуплата алиментов. То есть мы прекрасно понимаем, что да, есть, конечно, материальный ущерб, есть определенные ограничения для ребенка, если его родитель, один из родителей не уплачивает алименты, но это не та кризисная ситуация, когда для ребенка становится невозможным существование. Другое дело, когда речь идет о насильственных преступлениях. И здесь, вероятнее всего, увеличивается все-таки и процент выявляемости этих преступлений. Граждане стали более ответственно относиться к такому виду преступлений, как преступления насильственного характера в отношении детей, стали чаще об этом информировать. И еще один момент – это все-таки работа субъектов профилактики, в том числе здравоохранения, образования, когда они видят, что ребенок приходит в школу с телесными повреждениями, когда ребенок обращается в поликлинику, а у него при этом гематомы, ссадины, ушибы и еще хуже, если какие-то более серьезные, такие как переломы, то, естественно, это идет информирование правоохранительных органов и разбор ситуации очень подробный в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Это тоже способствует раскрытию большего числа преступлений, потому что чем больше мы молчим, тем больше детей у нас, в общем-то, попадают в не очень хорошие ситуации. А кто должен предоставлять такую информацию в органы? В обязательном порядке учреждения здравоохранения. Но дело в том, что если мы берем 120-й федеральный закон, посмотрим на него внимательно, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, там есть такая статья, как гарантия исполнения этого закона, и там четко прописано, что при каких фактах кто кого должен информировать. Так там, если ребенок оказался в трудной ситуации, то и органы образования, образовательные организации, и здравоохранение, соцзащита, кто бы не увидел, что ребенку плохо, он должен проинформировать или органы опеки, или органы внутренних дел, или Следственный комитет. Елена Александровна, вы часто ездите по стране. Насколько картина с защитой прав детей отличается в том или ином регионе и от чего это зависит? Ну, причин здесь много, конечно, различных факторов, которые влияют на степень защищенности ребенка. Понятно, что один из основных факторов, никуда мы от этого не денемся, это желание тех людей, которые работают, добиться определенных успехов. И это, наверное, самое важное, потому что понятно, что бывают недостатки финансирования, есть глубоко дотационные регионы, и мы понимаем, как сложно им выбраться из этой ситуации и обратить внимание на социальную сферу, на сферу защиты прав детей. Но различные варианты найти можно. Есть фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Есть гранты этого фонда. Регион может разрабатывать программы и проекты и участвовать в конкурсах для того, чтобы получить софинансирование от федерального центра. То есть различные формы их можно использовать. В ближайшее время мы планируем проведение на своей площадке методического совещания, где мы будем рассматривать опыт как раз работы регионов по обеспечению защиты прав детей, по реагированию на экстренные ситуации, на экстренные случаи. Так же, как в Республике Саха-Якутия, мы сегодня об этом услышали, что существует кризисная экстренная помощь. В регионах есть социальные службы экстренного реагирования, есть службы сопровождения семей с детьми. То есть это те инструменты, которые могут оказать помощь не только здесь и сейчас, а с пролонгированным действием работать с семьей, оказать помощь родителям и в налаживании детско-родительских отношений, и выведении семьи из кризиса. А как вы тогда оцениваете деятельность регионального уполномоченного по правам ребенка и какие задачи должны быть в приоритете у нас в республике по защите прав детей?
То, что касается уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, необходимо учитывать, что здесь этот институт был создан на 6 лет раньше, чем институт уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. И то, что, наверное, очень редко для регионов, к сожалению, в настоящее время, ваш уполномоченный по правам ребенка – это бессменный уполномоченный, который знает интересы детей на территории региона практически с самого начала своего основания. Мы сегодня очень серьезно говорили о вопросах взаимодействия с другими субъектами системы профилактики, в частности, с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Общественные помощники уполномоченного, насколько они могут быть включены в этот процесс. Но если говорить в общем и целом, то в Республике Саха-Якутия система как раз помощи детям и семьям с детьми, она очень четко выстроена на сегодняшний день. А те, может быть, нехватки каких-то инструментов и желательно, допустим, сохранение уже того, что наработано, вот это уже будем надеяться, что будет реализовано. Елена Александровна, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы, и желаем вам удачи в вашем нелегком деле. Вы смотрели актуальное интервью, в студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.